Доброе утро, дорогие телезрители! Мы приветствуем всех на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. И это «Утро Якутии». Понедельник, 26 сентября. И с вами я, Дарья Анкехова. Ну и, как всегда, позвольте рассказать нам, что же ждет сегодня нас в ближайший час. Во-первых, конечно же, это встреча с интересными героями и гостями нашего эфира. Также мы поговорим с вами о том, что же такое здоровый сон. И если вдруг вы очень сложно просыпаетесь, либо для вас это, знаете, такая очень сложная процедура утренняя, тогда для вас будут полезны наши советы. Также мы узнаем о самых последних и актуальных новостях. Ну и, конечно, напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, у вас есть возможность присоединиться к нам. Возможно, вы желаете поздравить своих близких, либо передать привет. Для этого у нас есть активный номер, куда вы можете отправить сообщение в течение ближайшего часа, а также телеграм-страничка, куда вы можете 24/7 отправлять свои вопросы, пожелания, возможно, какие-то интересующие вас темы, и мы обязательно с вами свяжемся. Ну и, конечно, сегодня нас ждут такие интересные рубрики, как «Совет юриста». Там мы поговорим о юридических сделках, как их правильно оформлять и в чем, возможно, есть плюсы и минусы. Ну и, конечно, поделимся с вами интересными секретами консервации, ведь сейчас самый сезон. Ну и обязательно гороскоп на ближайшую неделю. Ну а сейчас давайте поговорим о погоде. В центральных районах температура воздуха на 4 часа утра была на отметке 0 градусов. В Заречной группе до плюс 5 градусов тепла. В южных районах 1 ниже 0. В Вилюйской 0 градусов. В Нижнеленских 0. В западных до минус 2. В Колыма-Индигирской группе улусов минус 7 градусов. В Янских до минус 3. На северо-западе до плюс 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 6 градусов. Ну а пока вы спали и замечательно проводили свои выходные в мире и у нас в республике, конечно же, жизнь бьет ключом. И позвольте озвучить такие самые интересные и актуальные новости. Самой главной новостью, конечно же, является ситуация в Луганской и Донецких республиках. Итак, завершился 3-й день проведения референдумов в народных республиках, а также в Запорожской и Херсонских областях. Ну и, конечно, мы уже ждем результатов, да, и в 3 регионах уже считается состоявшимся это мероприятие. Процедура вхождения освобожденных территорий в состав Российской Федерации может состояться уже 30 сентября. Об этом сообщает нам ТАСС. Поэтому, конечно, мы все переживаем, ждем результатов и очень-очень, конечно, переживаем за тех, кто сегодня готовится, да, и отправляется из нашей республики в те самые участки. И мы за вас очень-очень переживаем. Движемся далее. Ученые Астраханского государственного университета была создана так называемая мобильная аквапоническая система, которая позволит прямо в квартире или дома выращивать все виды рыб. Вы представляете, уникальная возможность. Теперь не нужно будет ходить на рыбалку, либо посещать рыбные рынки. Все очень просто. Покупаешь эту систему, устанавливаешь ее дома, и у тебя, собственно говоря, в течение короткого времени появится та самая рыба. Это очень интересное изобретение, и самое приятное, что вы изобрели у нас на территории России. Интересно, найдет ли отклик вот это изобретение у жителей нашей республики? Потому что все-таки я считаю, что рыбалка у нас, это, знаете, так же, как и охота, в крови. И нет ничего приятнее, чем посидеть с удочкой на берегу наших рек замечательных. Перенесемся в Поднебесную, где уже впервые клонировали арктического волка. В ближайшие дни ожидается рождение еще одного волчонка. Первого клона получили 10 июня текущего года.
Соматические клетки взяли из образца кожи волчицы, привезенной из Канады в 2006 году. А суррогатной матерью стала собака породы бигель. Для собак данная процедура не представляет опасности. Особи, которые выведены были таким методом, могут размножаться. Их функции не имеют отличия от обыкновенных особей. И данная технология не ограничивает генетическое разнообразие, а наоборот увеличивает ее. Ну, вот замечательное такое, знаете, существо. И действительно, клонирование – это очень такая интересная тема. И недавно я задумалась, а что же насчет клонирования человека? И нашла вот такую интересную информацию, что в 2002 году офшор, известный один, заявил, что создал первого в мире клона человека, девочку Еву. Но, к сожалению, или, возможно, к счастью, никаких доказательств этого не было. Ребенка никто не видел, а родители якобы пожелали сохранить анонимность. То есть ту самую Еву практически никто и не видел. И, возможно, конечно, лет так через 10, через 20 эта Ева и появится. Но на данный момент такой достоверной информации о том, что клонировали человека, нет. Ну а значит, есть еще чего подождать и, возможно, чему удивиться чуть позже. Ну а следующая новость актуальная к этому понедельнику. Сегодня Юпитер приблизится к Земле. В этот день расстояние между Юпитером и Землей будет составлять 580 миллионов километров. Настолько близко огромная планета не оказывалась аж с 1963 года. Да, обратите внимание, дорогие телезрители, что, конечно, такое вот историческое астрономическое событие происходит именно сегодня. И, конечно, увидеть это просто так в окно, глядя на небо, не получится. Обязательно нужны телескопы. И, конечно, кто этим интересуется, для вас сегодня день будет особенным. Ну а теперь к новостям из мира животных. Тяжело раненый белый медведь Диксон на всю жизнь останется в зоопарке. Подобное заключение сделали ветеринары, осмотрев зверя на прошлой неделе. За историей Диксона, конечно же, следят многие люди со всего мира. Животное по-прежнему в тяжелом состоянии, однако угроза для его жизни отсутствует. Специалисты диагностировали у него контузию спинного мозга. Вес Диксона составляет 107 килограммов. Причем не очень он юн и еще будет расти. У медведя сохранились сгибательные рефлексы. Специалисты надеются, что в будущем получится все-таки частично восстановить опороспособность зверя. Но, к сожалению, до полного восстановления еще требуется очень много времени. Журналистов к Диксону не пускают, но с ним рядом всегда дежурят зоологи. Ну и, конечно, мы все переживаем за него, но очевидно и понятно, что этот мишка уже в природу, вот в такую, знаете, не вернется, но благодаря человеку и помощи человека, конечно же, этот Диксон будет жить. И самое главное, это вот та самая взаимопомощь человека и животного существует, и это яркий тому пример. Ну а мы продолжаем наш эфир и приветствуем всех, кто, возможно, только-только присоединился к нам. Ну а наш эфир продолжает традиционная рубрика «Даты и события». Давайте же узнаем, чем еще запомнился этот день в истории. На календаре 26 сентября. Сегодня отмечают Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он является одним из международных дней в системе Организации Объединенных Наций и был учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель установления этой даты – привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информирование общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия. Также сегодня Всемирный день контрацепции и Европейский день языков. По народному календарю Корнилов день. По традиции на Руси к этой дате старались убирать с огорода все корневые овощи. В этот день строили планы на будущее, которые должны были обязательно сбыться. Из примет. Если сегодня показалась красная луна, то погода будет ветреной. Дождь обещал хороший урожай в следующем году. События в этот день. В 1530 году в этот день основан город Чебоксары, ныне столица Чувашии.
26 сентября состоялось венчание царевича Павла I и Марии Федоровны. В 1869 году в этот день открылся военно-исторический музей Черноморского флота. В 1887 году, 26 сентября, Эмиль Берлинер запатентовал граммофон. В 1969 году в этот день вышел последний студийный альбом группы «Битлз» «Abbey Road». Также в этом году был образован Байкальский заповедник. В 1981 году состоялся первый полет авиалайнера Boeing 767. В 1993 году в Краснодаре открылся памятник-бюст Илье Репину. В 2016 году состоялся первый полет дрона без аккумулятора. В 2017 году в Саудовской Аравии женщинам разрешили управлять автомобилем. В этот день родились 1849 Иван Павлов, русский физиолог, первый в Российской империи Нобелевский лауреат. 1871 Иван Поддубный, российский борец, атлет, заслуженный артист РСФСР и заслуженный мастер спорта. Именины сегодня у Степана, Юлиана, Петра, Николая, Лукьяна, Корнилия, а также у Ильи и Александра. Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня среднепрофессионального образования. И отныне он празднуется 22 октября. Что это за праздник, чему он посвящен и какие основные у нас цели и задачи на этот день? 2 октября празднуется, да. Мы пришли поговорить с Михаилом Юрьевичем Присяжных. Доброе утро, Михаил Юрьевич. Доброе утро, Дарья. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об истории вообще Дня среднепрофессионального образования. Мы знаем, что праздновался он до этого в другой день, да? Вот и зачем его, собственно говоря, перенесли? Так, ну поправлю, да, сразу, как говорится, внесу ясность. Конечно, система среднего профессионального образования в стране, она создана достаточно давно. Но если говорим об истории, все-таки мы сейчас будем подводить определенные итоги, то до революции, например, у нас в Якутии не было практически учреждений профессионального образования. И только в 1918 году открылись 4-годичные курсы для подготовки специалистов сельского хозяйства. Собственно, откуда и вырос Якутский сельскохозяйственный техникум, один из наших старейших. Но уже потом, в 30-е годы, были ведомственные учреждения, которые связаны, например, с пушечно-меховым хозяйством, Алданский горный техникум, финансовый техникум, который сейчас ЕФЭК у нас очень известный. И вот 2 октября 1940 года, тогда Президиум Советского Союза, Верховного Совета СССР, он принял решение, указ был о подготовке кадров, о государственных трудовых резервах. И, собственно, поэтому 2 октября 1940 года это такой отсчет в целом по стране. Это дало определенный, конечно, стимул для того, чтобы туда привлечь молодежь, ребят самого разного возраста. Были 3 типа училищ на первых порах. Это у нас ремесленные училища, это подготовка кадров для фабрик и заводов, и железнодорожной. И поэтому мы помним фазанки и ремеслухи. Отлично. Сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела, а позже вернемся. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. В аэропорту Тикси в Якутии завершается ремонт взлетно-посадочной полосы. Строительно-монтажные работы завершатся к ноябрю текущего года, после чего будут сняты ограничения на посадку всех типов самолетов. Также продолжается реконструкция самого аэропорта. Работы планируется завершить до конца 2023 года. С ходом работы знакомились представители Минвостокразвития России и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального собрания. Напомним, аэродром Тикси имеет статус аэродрома совместного базирования с Министерством обороны России. На площадке АГАТУ состоялся форум товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции республики. Главная цель форума – ход исполнения нового механизма государственной поддержки агропромышленного комплекса. В форуме приняли участие более 80 представителей организованных хозяйств. На мероприятии обсудили актуальные проблемы сельского хозяйства. Для достижения высокого показателя в этой отрасли были озвучены много предложений, проектов и инициатив. По итогам форума будут сформированы различные проекты. Данное мероприятие приурочено к столетнему образованию Министерства сельского хозяйства региона.
наши сельхозтоваропроизводители должны обязательно, значит, продумать, как увеличить объем производства сельхозпродукции и, значит, обеспечить наше местное население. И в связи с этим хотел бы добавить, что сегодня переданные полномочия, они работают, финансирование идет нормально, но при всем при этом есть определенные, значит, проблемы, которые мы должны сегодня обсудить и потом в дальнейшем их решить. Индексация тарифов ЖКХ пройдет на 8 месяцев раньше запланированного. Тарифы на коммунальные услуги повысятся с 1 декабря этого года вместо июля 2023. В итоге в этом году тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы дважды. Взамен правительство обещает заморозить тарифы на 1,5 года до июля 2024. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря для населения в целом по стране не превысит 9%. Средний ежемесячный платеж на одну семью из 3 человек вырастет на 324 рубля. Необходимость опережающей индексации в Минэкономразвития пояснили необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому студенты, а также те, кто получает первое среднее профессиональное образование, получат отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, это касается студентов очной и очно-заочной форм обучения, получающих первое высшее образование, а также граждан, получающих первое среднепрофессиональное образование. Речь идет об обучении в госорганизациях по образовательным программам, имеющим госаккредитацию. В Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина состоялось торжественное закрытие 7-го республиканского слета Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юнармейцы из 16 районов съехались в столицу для того, чтобы посоревноваться в ловкости, выносливости и эрудиции. Ребята показали свои умения и навыки в соревнованиях по спортивному метанию ножам, гранат и в конкурсе строевой подготовки, а также разбирали и собирали автомат. Также состоялся 3-й республиканский турнир по гиревому спорту среди участников движения. На торжественном закрытии слета ребят наградили медалями за активное участие в жизни движения и вручили благодарственные письма. Также наградили победителей соревнований. Сегодня мы торжественно наше мероприятие закрываем. В рамках слета были проведены, значит, экскурсии, спортивные состязания. По страйкболу сегодня завершили, да, площадку, по гиревому спорту. Также в рамках слета сегодня был торжественно открыт мурал, нарисованный рисунок, да, где изображена фотография героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Николая Исаевича Степанова. Мы приветствуем всех наших телезрителей и продолжаем это «Утро Якутии». Сегодня мы говорим с нашим утренним гостем. Это у нас первый заместитель министра образования и науки Республики Михаил Присяжный. И говорим мы с вами о Дне среднего профессионального образования, который будем отмечать 2 октября. Но до ухода на новостной блок мы затронули тему немножко истории, да, этого праздника. Остановились, продолжаем, да, то есть вот все-таки история у нас есть уже, да, достаточно да, история большая. Есть. Да, ну и, конечно же, большой шаг для нашей республики, например, был это 1964 год, потому что тогда было создано отдельное управление профтехобразования Республики Саха-Якутия. Мы отделились от Иркутска. Первые 8 учреждений были сюда переданы. И вот Роман Иванович Брызгалов, мы будем вспоминать в эти дни ветеранов, он возглавлял именно в первый период. Потом были еще Иннокентий Петрович Заморщиков и Александр Самуилович Изместьев. Это первые таких 3 крупных руководителя, которые с 1964 по 2001 год руководили нашей системой профтехобразования. Ну и за этот период, конечно, было создано много учреждений по самому разному профилю. В 1973 году была развернута сеть 21 учреждения, а уже к 90-м годам примерно 60. Ну и, конечно, это позволило именно организовать подготовку здесь на месте специалистов для развития республики. Михаил Юрьевич, а что на сегодняшний день вообще представляет собой система среднего профессионального образования именно в нашей республике? И вообще, насколько это сейчас престижно? Ну, престижно, да, потому что вот 3 года тому назад мы отмечали факт, что количество
обучающихся в вузах, да, в университетах, и в колледжах оно сравнялось. Было примерно по 25 тысяч. Вот так. Да, а вот в этом году мы уже ожидаем отчета, что будет примерно 26 600 будет обучаться в колледжах и техникумах. Это, конечно, связано с большим интересом. Мы представлены в 25 улусах нашей республики, 42 учреждения. Ну и мы рады, что 244 мастера производственного обучения с нами работают. Они, собственно, привлекают ребят, и где-то почти 2000 преподавателей. Всего же 3900 сотрудников разного профиля, которые именно встречают ребят как после 9 класса, которых сейчас уже большинство, так и после 11 класса. А с сентября этого года все выпускники колледжей и техникумов будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Это вот такое нововведение, да? А в чем отличие и преимущество? Ну, демонстрационный экзамен – это относительно новое действительно явление. Мы присоединились к этому в 2017 году, всего-то 5 лет тому назад. Проходило это в порядке эксперимента, но даже за эти годы эксперимента 5400 человек из 35 наших колледжей и техникумов, они прошли через эту процедуру. Что она дает? Дает несколько моментов. Во-первых, это сдача практических навыков, то есть не только теория. И во-вторых, это эксперты. У нас, например, в республике, представьте себе цифру, 3000 экспертов подготовлено, то есть больше, чем всего сотрудников даже в системе СПО. Почему? Потому что примерно 60% из этих экспертов – это представители реального сектора экономики. Соответственно, они приходят и оценивают практические навыки. Ну и вот в этом пока еще свежие совершенно данные. В прошлом году у нас, получается, сдали этот экзамен 2047 человек, и из них 697 человек получили, так скажем, повышенный уровень. То есть это почти 35%. Ну а вот то, что вы отметили, действительно, с 1 сентября 2022 года новый порядок вступил, который делает демонстрационный экзамен обязательным по стандарту почти всех профессий и специальностей. А вообще, какие возможности система среднепрофессионального образования дает именно людям с ограниченными возможностями? Да, СПО, конечно, в этом отношении уникальная система, потому что это для многих наших с вами земляков, сограждан, это шанс, чтобы, несмотря на особенности здоровья, да, ограниченные возможности здоровья, но мы в системе образования говорим, особые образовательные потребности у них. То есть их нужно готовить немножко по-другому, для того, чтобы они могли действительно получить профессию, соответствующую тем возможностям, которые есть у организма, и зарабатывать, обеспечивать себя и свою семью. В 25 наших профессиональных образовательных организациях учатся на данный момент 300 ребят. Это инвалиды в основном, да, ребята с ограниченными возможностями здоровья, где мы создали полные условия. Это и входная группа, то, что говорится, да, чисто технические средства. Ну и самое главное, это подготовка педагогов и мастерских, чтобы с точки зрения безопасности, с точки зрения доступности, они позволяли вести подготовку у этих людей. Ну и, конечно, у нас действует несколько базовых профессиональных образовательных организаций. Это Жатайский техникум, колледж связи и энергетики здесь, в Якутске, и в Нерюнгере Южно-Якутский технологический колледж. То есть для людей с ограниченными возможностями получить образование, возможность в республике есть? Возможность есть. Хотелось бы, конечно, расширить спектр специальностей. Это следующее, чем нужно заниматься, потому что группы при обучении таких наших с вами соотечественников, они небольшие. Вот вы затронули тему того, что появляются мастерские, да и вообще материально-техническая база постоянно обновляется, да. Какие возможности открываются благодаря вот таким, да, открытиям, дополнениям, да, к образованию для студентов? Да, это на наше счастье, можно сказать, да, и это политика в целом российского государства, это национальный проект образования, и в рамках него есть федеральный проект «Молодые профессионалы». Так, на слуху, наверное, за последние годы люди привыкли только к чемпионатам, да, молодые профессионалы. Но для того, чтобы выйти на чемпионат, нужно очень серьезно готовиться. И, собственно, не только ради чемпионатов, да, ведется подготовка, а ради очень хорошего уровня. Поэтому мы рады, что у нас за 3 года создано уже 43 самых современных мастерских в самых разных уголках республики. Ну и вот с 1 сентября 2022 года было недавно, поэтому, наверное, все жители республики помнят эти открытия в Усть-Алданском техникуме, и сварка, и неразрушающий контроль. Это Чурапча, аграрно-технический колледж, Чурапча, Ажулун.
это агрономия, ветеринария. Это у нас транспортный техникум в Нижнем Бестяхе, локомотив, логистика, депо. Это у нас Якутск, колледж технологии и дизайна, все, что касается моделирования мода, моделирования одежды, цифровой модельер. Ну и вот буквально вчера завершился у нас очередной 10-й фестиваль «Наука 0+,» для самых маленьких. Там очень хорошо приветствовалась выставка, экспозиция Намского педагогического колледжа, который также создал несколько мастерских по социальной сфере, в том числе и дошкольные, начальные, и физическая культура и спорт. И мы в следующем году планируем создать еще 15 мастерских и потом еще 15. Соответственно, выйти на уровень, значит, уже такой серьезный. Да, то есть цели, задачи поставлены, работа ведется. Ну и самое главное, возвращаясь все-таки к празднику, который мы будем отмечать вот-вот уже, да, Михаил Юрьевич, расскажите о программе немножко, да, возможно, кто-то из наших телезрителей захочет прийти, возможно, посмотреть, какие у нас есть, да, возможности, может быть, просто полюбоваться и порадоваться за работу профессионального образования, среднего профессионального образования. Вот. Да, спасибо, Дарья, за этот шанс. Действительно, мы очень серьезно готовимся, трепетно к этому готовимся. Все студенты, которые сейчас обучаются, сотрудники наши, мы очень ждем наших ветеранов. Будем рады их встретить. Вообще, конечно, есть много нового, то, чего не было, когда они работали. Это и программа «Профессионалитет», это и креативный колледж, это и Центр опережающей профессиональной подготовки. Мы обо всем этом хотим рассказать. И поэтому 2 октября целый день, с самого утра, во всех уголках республики, да, я обращаюсь ко всем уголкам республики Саха-Якутия, мы будем рады, если вы с флагами системы СПО, с шариками, да, с радостью, с хорошим настроением появитесь в колледжах и техникумах, увидите тех молодых ребят, которые сейчас в них обучаются. Мы решили провести такой своеобразный автопробег символичный, посвященный этому празднику, и мы будем связывать между собой в течение первой половины 2 октября все уголки нашей республики в прямом онлайн-марафоне. И уже после обеда, начиная с 14:00 до самого вечера, мы проведем встречу в культурном центре «Сергейлярские огни» Северо-Восточного федерального университета, куда мы обязательно приглашаем всех ветеранов. Мы будем презентовать 2 книги, посвященные ветеранам, посвященным истории. Мы будем презентовать книгу, посвященную 15-летию такого прекрасного конкурса, как «Шаг в будущую профессию», научного конкурса. И мы будем встречать победителей, наших ребят, которые совсем недавно вернулись, вот буквально 12-15 сентября в Саранске завершился очередной национальный чемпионат профессионального мастерства, и ребята с медалями и медальонами впервые поднимутся на сцену, мы их поздравим. Ждем, следите за новостями, это действительно праздник, в котором нуждается вся наша республика. Михаил Юрьевич, спасибо большое. Мы поздравляем лично вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Ну и, конечно, благодарим вас за вашу работу и за огромный вклад в развитие образования всей нашей республики. Спасибо. Ну, а мы движемся далее. И, конечно, образование – это очень важная часть в жизни современного человека. А юридически образованным должен быть каждый, наверное. И в этом нам помогает наша постоянная рубрика. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о особенностях заключения договора. Но не простого договора, а начнем с договора дарения. Дарение будем производить несовершеннолетнему лицу. Итак, если договор дарения движимого имущества, то никаких проблем нет. Несовершеннолетний ребенок от 6 до 14, от 14 до 18 лет свободен в заключении таких сделок, если они безвозмездны и не подлежат удостоверению нотариально или регистрации. Если речь идет о движимом имуществе, то, соответственно, малолетний ребенок от 6 до 14 лет заключает такой договор в лице своего представителя. Ребенок от 14 до 18 лет может заключить такой договор, то есть реализация получения в дар недвижимого имущества с согласия своего законного представителя. То есть достаточно выдать согласие, и ребенок может самостоятельно с вашего письменного согласия подписать договор. Еще одним специфичным договором, который требует внимания, является договор купли-продажи доли в имуществе.
А в этом случае необходимо учитывать преимущественное право приобретения другими собственниками. То есть долевая собственность подразумевает, что изначально собственник доли, который желает ее реализовать, должен известить всех сособственников в письменном виде, притом должны быть доказательства уведомления и получения данного уведомления. То есть в уведомлении вы обязательно указываете стоимость имущества, которое реализуете, его характеристики, сроки реализации, да, и ждете месяц. Необходимо учитывать, что договор подлежит нотариальному удостоверению, то есть его обязательно удостоверяет нотариус, и в дальнейшем сейчас в упрощенной порядке регистрации договора его также нотариус отправляет в электронном виде для регистрации. Сейчас упростили порядок регистрации таких договоров, можно удаленно, то есть собственники могут находиться в разных регионах, да, если они реализуют разные доли, или приобретатель и продавец могут находиться в разных регионах, и если один из нотариусов находится в регионе по месту нахождения недвижимого имущества, то есть каждый из них может удаленно подписать договор, и в последующем по внутренней системе нотариата он будет направлен в регион по местонахождению имущества и подан на регистрацию. Еще одним специфичным договором является договор реализации комнаты в общежитии. То есть если коммунальная квартира, несколько комнат, то также имеется преимущественное право приобретения. То есть собственник, который желает реализовать свою комнату, должен предложить приобрести ее другим собственникам комнат в этой коммунальной квартире. Да, в последующем, получается, также подождать месяц, если не получит от них ответа. Обязательно в письменном виде должен быть отказ, да, чтобы не ждать месяц, то он может реализовать в пользу третьих лиц. Договор не подлежит нотариальному удостоверению и регистрируется просто в управлении кадастра и картографии. Ну и, наверное, последним на сегодня, который договор специфичный мы рассмотрим, это приобретение приватизированного имущества. То есть имущество может быть приватизировано в пользу одного из членов семьи, то есть другие члены семьи могли отказаться от приватизации, но члены семьи, которые были зарегистрированы в этом жилом помещении, они не утратили право пользования. То есть право пользования членами семьи собственника, нанимателя, да, данного помещения, оно остается бессрочно. Поэтому, если вы приобретаете имущество, знаете, что оно было приватизировано, обязательно нужно выяснить, кто был зарегистрирован в этой квартире, кто сейчас зарегистрирован, то есть добровольно ли они перестали пользоваться этим помещением, да, и если все в порядке, то можно приобретать. Если нет, то необходимо, чтобы какой-то документ, подтверждающий то, что все члены семьи все были сняты с регистрации, да, прекратили пользование этим помещением, потому что в дальнейшем, несмотря на приобретение имущества, если члены семьи откажутся выезжать из этой квартиры, право пользования за ними сохраняется, несмотря на то, что они не являются собственниками помещения. Будьте внимательны при заключении любой сделки, и все будет замечательно. Хорошего дня! Давайте уйдем немножко от серьезных тем к вкусной теме. Говорят, есть овсяную кашу каждое утро – это залог молодости и долголетия. А как правильно ее варить? Вроде бы все знают. Ну, засыпал овсянку в воду и все. На самом деле есть разные вариации. И мы решили узнать о них у шеф-повара ресторана Семена Тарбахова, внука известного в Якутии повара Иннокентия Тарбахова. Кстати, он рассказал нам не только о том, как готовить кашу, но и о том, почему пошел по стопам своего знаменитого дедушки. Главный секрет, ну, как сказать, не переварить ее, не сделать из нее клейстер, как говорится. 4 ложки, это уже у нас полстакана молока, полстакана воды. Также не должны забыть немножко ее посолить и немножко добавить сахару. Часто, ну, можно с перерывами все ее подмешивать. Нужна средняя такая, получается, консистенция, не сильно жидкая и не сильно густая. Достаточно не больше 10 минут. Немного свежей брусники. Свое первое блюдо, а это был обычный рис, Семен сварил в 4 года, а научил его готовить вовсе не знаменитый дед. Точно не помню всех подробностей. Помню, что был вечер, и я проголодался. Но меня, как сказать, поймали за руку. Но потом бабушка удивилась, что у меня рис получился все-таки. Она боялась, что я что-то испортил, сейчас что-нибудь подожгу там. Ну, не знаю. Я просто в детстве увидел, как это делают, и решил повторить. Я повторил за своей матерью. Дед у меня постоянно в то время, он был, как сказать, на пике своей карьеры. Его часто не было дома. А с матерью я был каждый день. Из этого я смотрел, как
Она готовит, люблю, как она готовит. Осознание того, кем является дедушка и что именно он будет продолжателем поварского дела в семье, пришло намного позже, в студенческие годы. Дедушка, конечно, повлиял на мой выбор, конечно, и потому что я смотрел, как он готовит, стиль его жизни, вообще его отношение к работе. Мне это все очень сильно нравилось. Я смотрел именно на его руки, как ни странно это звучит, как он именно держит продукт, обрабатывает технологический процесс. И в этом была какая-то тоже любовь своя. И несмотря на то, что дедушка в силу своей занятости особо не наставлял и не учил специально своего внука, его поддержку и помощь Семен чувствует всегда. Он мне, можно сказать, в одно время чуть ли не заменил отца. Он занимался тоже в одно время моим воспитанием. Из этого для меня он, очень большая, как сказать, опора для меня и очень большой авторитет. Семен Тарбахов сегодня известен не только в профессиональных кругах. Он член Российской ассоциации шеф-поваров, а еще второй сезон является соведущим кулинарной программы «Просто вкусно» на телеканале «Якутия-24». Свои планы прежде всего он связывает с профессиональным ростом. А еще мечтает бывать больше с семьей. Ведь ему, как и дедушке в свое время, не хватает свободного времени на увлечения – охоту, рыбалку и посиделки в большом семейном кругу. Фамилия дает, все думают, что какие-то права, может. Но я думаю наоборот, потому что это дает более вдвойне ответственности и больше спроса, нежели, как сказать, привилегий. Туяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск, Хангаласский улус. Приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает. А на очереди у нас рубрика для тех, кто прислушивается к звездам. Кстати, почти треть россиян ориентируются на гороскопы при принятии важных решений, сообщает сервис работа.ру. По результатам опроса они сделали вот такой вот вывод. Поэтому следующая рубрика. Внимание! Овны. Овны почти всю неделю будут заняты сугубо практическими материальными делами. Некоторые представители этого знака вдруг поймут, что причины некоторых финансовых сложностей кроются внутри самих овнов. И с этим нужно что-то делать. Нестабильное эмоциональное состояние будет провоцировать рывки в работе и неровность в отношениях. Тельцы. У тельцов наступит период спокойствия после предыдущей активной недели. Чтобы восстановить свои ресурсы, тельцам рекомендуется сбавить темпы в работе, физической активности и снизить интенсивность общения. Близнецы. Близнецы рискуют упустить свой шанс улучшить свое материальное положение. Стоит внимательнее отнестись ко всем предложениям или идеям, которые будут приходить на этой неделе. Также существуют риски нецелесообразных трат и получения известий о необходимости выплатить штраф или кредит. Непостоянство близнецов может стать причиной разочарования близких людей. Особенно это касается взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Раки. У типичных раков неделя начнется с разногласий со всеми партнерами. В работе возможны срывы переговоров из-за недипломатического поведения второй стороны, а также не очень удачное сотрудничество. Лучшая рекомендация для типичных раков в этот период – придерживаться уединенного образа жизни, ограничить контакты и общение в пользу прогулок на природе. Львы. Львы будут заняты закрытием своих гештальтов, как в работе, так и в быту. Львов начнут раздражать какие-то социальные ограничения, захочется большей свободы действий или передвижения. Проблемы с личными границами тоже будут актуальными для львов на этой неделе. С кем-то они будут выстраиваться в необоснованно жестко, а с кем-то также необоснованно мягко. Львам стоит избегать больших скоплений людей, посещения торговых центров или выездов за границу. Девы. Девы будут испытывать некоторый спад активности на этой неделе. Большинство представителей этого знака перестанут проявлять привычную инициативу. Вызвано это состояние не упадком сил или снижением энергии. Просто девам надоест повседневная рутина, и они перестанут брать на себя роль двигателя некоторых событий. Иногда полезно просто плыть по течению в качестве стороннего наблюдателя. Это состояние позволит многим представителям знака Девы посмотреть на себя и свои действия со стороны, провести тщательный анализ своего поведения.
Весы. От весов неделя потребует бдительности и готовности к любым неожиданным событиям. Не обязательно, что событие будет носить негативный характер, но они потребуют от весов проявления всей своей активности и умения мобилизоваться. Весам придется активно работать головой, чтобы уравновесить многие сферы своей жизни. У большинства представителей весов есть все шансы эту концепцию реализовать и уже в начале октября насладиться ее результатами. Скорпионы. Скорпионы снизят свою активность, погрузившись в расслабленное и приятное состояние созерцания и заботы о себе. Скорпионам в недалеком будущем предстоит сложный и энергозатратный период, перед которым желательно набраться сил. Стрельцы. Стрельцам придется заниматься проблемами семьи и родственников, причем родственников, скорее всего, не своих, а своей второй половинки. Напомнят о себе и незавершенные дела, незакрытые гештальты, а также люди, которым энергичные стрельцы когда-то что-то пообещали, но совершенно об этом забыли. Козероги. Козероги выйдут из напряженного состояния предыдущей недели, энергетика начнет повышаться, настроение существенно улучшится, а приятное общество доставит удовольствие от общения. Некоторые козероги совершат ранее запланированное путешествие в компании с важными и ценными для себя человеком, которое принесет не только приятные впечатления, но и интересную информацию. Водолеи. Водолеям конец сентября также принесет состояние расслабленности, спокойствия и нежелание проявлять инициативу. Некоторые водолеи пересмотрят свои цели, точнее способы их достижения. Рыбы. У типичных рыб появится возможность получить либо внезапное озарение, либо освобождение от чего-то давно тяготившего. Резкие перемены во многих сферах, даже форс-мажорные обстоятельства, тоже не исключаются. Осторожность нужно соблюдать рыбам за рулем автомобиля, стараясь не выезжать в дождь и в непогоду. В отношениях появятся риски серьезных конфликтов, которые могут надолго прервать общение со второй стороной. Еще одна замечательная новость для всей нашей республики. Перинатальный центр Якутской республиканской клинической больницы вошел в пятерку лучших по стране национальной премии «Репродуктивное завтра России». По каким критериям отмечают лучшие учреждения страны и насколько сложно войти в ту самую пятерку, мы поговорим с Людмилой Шек. Людмила Александровна является главным внештатным акушером-гинекологом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, а также заведующей акушерским физиологическим отделением перинатального центра республики. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вообще, насколько сложно было участие в подобном конкурсе и вот та самая значимость этого, ну, так сказать, победы, да, для всей нашей республики? Ну, да, действительно, хочется сказать вначале, что это результат многолетней работы, это результат не только перинатального центра, но и нашего руководства, да, администрации больницы, Министерства здравоохранения, которые, в свою очередь, сделали, я считаю, мудрые решения, открыли на нашей базе отделение новорожденных реанимации на 16 коек. Это в 2016 году. Сделали трехуровневую систему оказания медицинской помощи. Открыли нам, построили такой прекрасный новый перинатальный центр. Кстати, в следующем году у нас будет юбилей, 5 лет нашему центру. Да? И эта работа, конечно же, очень рутинная, начиная от младшего персонала, заканчивая заведующим отделением, заместителем главных врачей, ну и врачей, конечно же. Тем более, что сложности были в том, что у нас в период ковида было очень тяжело вести женщин беременных, роды, ну, поскольку это действительно очень тяжелая болезнь, да. И хочется сказать, что вот эта перекличка перинатальных центров, она с 2014 года существует. То есть это единственное мероприятие, которое отражает практическую значимость акушерства. Да? То есть все перинатальные центры, которые участвуют, вначале это было 20 всего, на сегодняшний день порядка 50 с лишним перинатальных центров по всей Российской Федерации. Участвуют в этом, Участвуют, да. И вот в городе Сочи ежегодно проводится вот эта перекличка. Наш перинатальный центр участвует последние
4 года. Вот как только стал Якутской республиканской клинической больницей, мы подаем на участие. Ну, это, конечно же, рутинно. И первый у нас результат был 11 место, потом было 7-е, 5-е место. В этом году 4-е. Нам не хватило до призового места всего 2 баллов. Ну, я думаю, это случится уже совсем скоро, да? Давайте поговорим немножко о буднях, да, вашего центра. Ведь ежедневно это место, где происходит чудо. Ну, нельзя назвать это иначе. И вы ведь выхаживаете совершенно маленьких детишек весом, да, чуть больше там 500 грамм, да, и вообще, какова ваша работа, вот вы на сегодняшний день, как могли бы оценить работу всего центра в целом? Я хочу сказать, что это очень тяжелая работа, работа с преждевременными родами. Во-первых, это очень бережное отношение, да? И дети, которые родились 500 грамм и гестации с 22 недель, считаются уже детьми, если они прожили 6 суток, 23 часа. И вот этот период, конечно, очень ответственный для наших неонатологов, реаниматологов, но наши доктора, они очень самоотверженные, они действительно фанаты своей работы, и это они делают ежедневно, ежеминутно. А снизились ли показатели младенческой смертности по республике? Да. Мы вот с гордостью говорим, что в 2021 году показатель младенческой смертности достиг исторического минимума 3,6 промилле. Это очень хороший результат, да, несмотря на ковид, несмотря на вот все вот эти сложности. Ну, конкурсы конкурсами, это такая у вас ежедневная работа, приятно получать поздравления, добиваться определенных результатов. Ну, а если говорить о планах и перспективах, да, на чем, по вашему мнению, нужно делать акценты в работе пренатального центра республики? Во-первых, здесь наша задача – это повысить демографию, да? То есть действительно здесь должна вестись работа о репродуктивном здоровье. Тем более, что на сегодняшний день те женщины, которые будут рожать, это нынешние подростки, их очень мало. Поэтому может случиться так, что демография опять-таки будет идти на спад. Поэтому наша задача – уделить внимание репродуктивному здоровью не только девочек, но и мальчиков на сегодняшний день. Спасибо большое, Людмила Александровна, что посетили наш эфир. Примите наши поздравления. И действительно, нашим перинатальным центром могут гордиться не только роженицы, а каждый житель нашей республики. Спасибо большое. И, на мой взгляд, действительно, в любой сфере обеспечения жизнедеятельности кадры решают все. Ну а наши коллеги из новостного отдела ежедневно трудятся для того, чтобы вы как можно быстрее, а самое главное, очень четкие и грамотные новости получали каждый день. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. Перспективы развития ветродизельного комплекса в Тикси обсудили члены Совета Федерации. Первый в стране проект по созданию ветродизельного комплекса в заполярном поселке Тикси позволил повысить надежность энергоснабжения поселка и снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Проект снизил расход топлива более чем на 500 тонн в год. Отмечается, что с развитием транспортной и промышленной инфраструктуры в Арктике важность объекта энергетики будет только возрастать. Комплекс ввели в эксплуатацию в конце 2020 года. Для России это первый подобный технологический комплекс для локального энергоснабжения. Владимир Путин подписал закон о введении единых общеобразовательных программ. Их утвердят до января следующего года, чтобы школы могли работать по ним уже с сентября 2023-го. Обязательными станут федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык, литературное чтение и окружающий мир» при реализации образовательной программы начального общего образования и «Русский язык, литература, история, обществознание, география и основы безопасности жизнедеятельности» при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования. Закон также предполагает введение федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы. С
С сентября во всех поликлиниках страны начал действовать новый порядок диспансерного наблюдения. Под пристальное наблюдение врачей с регулярными осмотрами и обследованиями включены больные хроники, пациенты с высоким риском развития кардио- и онкозаболеваний, а также перенесшие острые заболевания и травмы. Смысл нововведения простой. На приеме у врачей нужно бывать регулярно, не дожидаясь осложнений. Новый порядок расширил спектр необходимых видов исследований в соответствии с конкретными заболеваниями, которые имеются у пациента. Кроме того, в приказе конкретизированы перечни заболеваний, требующих наблюдения у врача-терапевта, кардиолога, а также у других врачей-специалистов, прицельно наблюдающих за состояниями, которые могут предшествовать развитию онкологических процессов. Снижение онкорисков – одна из важных задач, которая ставится сейчас перед врачом любой специальности. В Якутске завершили скаковой сезон 2022 года. Всего прошли 5 забегов на разные дистанции. На приз Министерства сельского хозяйства и на приз «Национальное достояние». Сумма приза «Национальное достояние» составила 3 миллиона рублей. В соревновании приняли участие 25 скакунов из 10 районов республики. Также прошел конкурс на мощность прыжка. В отдельном забеге соревновались пони. Стоит отметить, что скачки приурочены к столетию Якутской АССР и столетию Министерства сельского хозяйства республики. Особенностью данных скачек является то, что 26 июня этого года на скачках на призы главы республики Александра Сергеевича Николаева, главой республики Александром Сергеевичем было озвучено, что будет учрежден новый приз «Национальное достояние». Это участвуют скакуны, рожденные в Якутии, высокопородные скакуны, рожденные в Якутии, старше 4 лет. Глава республики Айсен Николаев проведет прямую линию сегодня, 26 сентября, в 19 часов по местному времени. Глава региона ответит на интересующие якутян вопросы, а также обсудит с ведущими прямого эфира актуальные темы для республики. Трансляция эфира состоится на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, Россия-24, Радио Тетим, Радио России, Радио Виктория Саха, а также СТВ-радио и в социальных сетях главы Якутии Айсена Николаева. Задать вопрос главе региона можно будет в ходе прямой линии, позвонив в студию по многоканальному номеру телефона 320111, код города 4112. Отправить заранее свой вопрос также можно на сайт Столетия Республики 100yakutia.ru, а также личным сообщением в аккаунт главы ВКонтакте или в Одноклассники. К этому часу пока все. Я с вами прощаюсь и отличного дня. Мы желаем всем прекрасного утра понедельника. Ну а если вы не можете долго уснуть, либо часто просыпаетесь, возможно, вы сбили свой режим и никак не можете восстановить, вам могут помочь, казалось бы, легкие правила. Физическая активность, а также дыхательная гимнастика и режим питания. Давайте разберемся, как же можно вернуть тот самый здоровый сон. Ну, во-первых, это же, конечно, физическая активность. Главное, начинайте заниматься спортом с чего-то легкого, например, с йоги, и заканчивайте упражнения минимум за 2-3 часа до сна. Возможно, именно этот способ поможет вам при бессоннице. Второе. Дневной сон. Если вы плохо спите ночью, откажитесь от сна днем. Если вы понимаете, что вам просто необходимо поспать днем, то постарайтесь сделать это пораньше и спите не более 30 минут. Третий способ – солнечный свет. Старайтесь получать побольше солнечного света, особенно утром. Чаще выходите на улицу или просто открывайте шторы, ведь именно солнечный свет помогает организму ориентироваться в сутках. Дневник сна. Записывайте время, в которое вы засыпаете и просыпаетесь, как ночью, так и днем. Также записывайте туда особенности своего питания и физической активности. Это поможет вам увидеть некие закономерности, которые влияют на состояние вашего сна. Еда и напитки. За несколько часов до сна откажитесь от напитков с кофеином. Не курите и не пейте много жидкости. Также постарайтесь ужинать минимум за 3 часа до сна. На время восстановления здорового сна или режима стоит воздержаться от алкоголя. Далее дыхательная гимнастика.
Перед тем, как лечь спать, стоит расслабиться. Поможет в этом легкая дыхательная гимнастика. Например, лежа на кровати, положите руки на живот, чтобы почувствовать свое дыхание. И медленно, глубоко дыхайте через нос. Сделайте паузу и выдохните через рот. Повторите это упражнение 5-10 раз. И сразу увидите результат. И финальное – это, конечно же, режим. Старайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные дни. Помните, что взрослому человеку для здорового сна необходимо 7-8 часов в сутки. Замечательные советы. Действительно, после возвращения из отпуска зачастую сталкиваешься с проблемами восстановления того самого режима и сна. Но я думаю, эти полезные советы, возможно, кому-то из наших телезрителей помогут. Ну а наш эфир подходит к концу, и позвольте вновь напомнить вам, какая же погода у нас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 4 градуса. В заречной группе до плюс 5. В южных районах 1 градус ниже 0. В Вилюйской группе 0 градусов, в западных районах до минус 2. В Колымендигирской группе улусов минус 7, в Янских 3 ниже 0. На северо-западе до плюс 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 6 градусов. Замечательные осенние кадры сейчас вы видели на своем экране. И действительно, осенняя золотая пора радует нас. И не забывайте о том, что нужно побольше проводить времени на свежем воздухе. Ведь совсем скоро будет прохладно, холодно. Поэтому берегите себя, и мы увидимся уже завтра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха.